Проект Nomadic Geography работает более 20 дней в Москве. У нас были планы подготовки большого турне экспедиции нашего проекта по территории Казахстана, Калмыкии, Москвы, российской части и по европейским странам. Но из-за коронавирусных ситуаций мы отказались в данный момент от европейских поездок. Хотели уже завтра вернуться на родину, но сегодня ночью выявили там первого зараженного гражданина из Франции, который прилетел через Москву. Вообще прилетел. От этого Монголия целиком закрывает границу, и мне кажется, я уже завтра не попаду домой. Оставайтесь у нас на какое-то время. Да, но оставаться бы тоже было бы неплохо, но российские иммиграционные законы не дают мне возможности оставаться не больше месяца. А вот как? Где сейчас сохранюсь, не знаю. Посмотрим. Но каждому есть всегда хорошая сторона. Это дает мне возможность встречаться со многими интересными людьми. Сегодня я встречаюсь с Владиславом Портновым. Я вас узнал от монголов, которые мне написали: если вы там в Москве, обязательно встретитесь с этим человеком. Это намного лучше монгол, чем остальные монголы, потому что у него сердце, у него в душе, и каждая минута, каждый час его работы, это смотрящее на будущее Монголии. И поэтому мне очень... Наш проект вообще-то интересуется кочевым народом. Да. Но вы сегодня, может быть, даже первый, второй, потому что 4 дня назад я встречался с русской девушкой. Она буддистка, она очень общественно активная девушка. Очень много делает для развития бурятско-монгольского языка, культуры, живя здесь, в Москве. И вы второй, который делаете в другой более сфере, это экономической, да? Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Меня тоже интересует то направление деятельности, что вы работаете в данный момент. Но прежде чем разговориться на эту тему, мы бы хотели узнать, кто вы. Да, прекрасный вопрос. Вопрос, который люди себе задают, и кто-то может на него ответить, кто-то нет. Я постараюсь. Мое имя Владислав Портнов, мне 48 лет. Я в Москве уже 22 года, переехал в Москву из Америки в свое время, там преподавал русский язык. Уехал из Советского Союза в Америку на стадии распада Советского Союза. И была мечта преподавать русский язык и литературу, нести эту культуру именно в Америке. Я это реализовал. Затем переехал в Москву и стал заниматься архитектурой, реал-эстейтом, коммерческой недвижимостью именно с точки зрения девелопмента. Работал в крупных корпорациях, Барин Восток и так далее, ирландских структурах архитектурных. И вот уже более 6 лет действительно мое сердце, дух и разум с Монголией. Первый раз я приехал туда около 6 лет тому назад, уже через 2 недели после первого приезда в Улан-Батор. Я посмотрел в интернете, что происходит мероприятие в Гонконге крупное по инвестициям в Монголию. Я сел на самолет, полетел на самолете, сразу прилетел туда, увидел тех же людей и еще дополнительных людей. Это 6 лет назад. 6 лет назад, 5,5 лет. И я понял, что и ко мне серьезно относятся, и я серьезно к этому вопросу очень отношусь. Я также буддист, это необычно, наверное, для Москвы. Вот, у меня есть лама, тибетский лама. В буддизм я пришел через медицину, если честно сказать. То есть, скорее я пришел в буддизм как человек, который интересуется, как же тибетская медицина лечит людей. И вот слово за слово, да, очень дружен. Был дважды общался с Далай-ламой 14 в Риге. Дважды мне жал руку. Первый раз думал, это случайно. Второй раз понял, что вряд ли случайно. Интересная жизнь.
В общем, я живу интересной жизнью и стремлюсь к тому, чтобы наши государства были в партнерстве. Я также являюсь председателем комиссии Торгово-промышленной палаты Москвы по сотрудничеству с Монголией, внешнеэкономической деятельности с Монголией. Меня пригласила Торгово-промышленная палата в прошлом году возглавить эту комиссию, по той причине, что, наверное, я один из ведущих экспертов по Монголии и, главное, энтузиастов работы с этой страной и с людьми. Человек, получивший образование и воспитанный советскими родителями, советскими учителями, советским образованием и всем этим, имел мечту преподавать язык Пушкина американским, тогда же как они их называли, американским? Студентам? Нет. Империалистам. Империалистам, да-да-да, империалистам. И свою такую экстраординарную или, может быть, или патриотическую мечту вы исполнили. Да. Сейчас самая активная на данный момент ваша мечта – это Монголия. Да. Да. Значит, вы, если замечтали, если вы взяли за свою мечту, вы это довершите, я так понял. Да. Вашего разговора. Благодарю за пожелание, за то, что вы чувствуете, что это так. Ну, тогда империалистическая Америка. Нынешняя Монголия – это кто? Для меня Монголия русскоговорящая, в первую очередь. Очень это помогло мне навязать контакты с людьми, потому что они не просто говорят по-русски очень многие, а любят говорить по-русски. Им нравится практика общения. Там, у меня первое образование филологическое, романо-германское, конечно, но тем не менее. У меня свободный немецкий, польский, английский. Также второй у меня МБА, степень американская. И, собственно говоря, им нравится, что мы можем говорить и о культуре, и о бизнесе. И это очень интересно. Поэтому для меня Монголия, в первую очередь, русскоговорящая, дружественная мне, моим знакомым, живущим в Москве и в России. И это друзья, с которыми я общаюсь многие годы, уже там более 5 лет. Отношения. Вот что важно. Мы, конечно же, у нас есть бизнес-планирование, конечно же, у меня есть бизнес-планирование, есть свои задачи. И всегда эти задачи связаны с тем, с кем я общаюсь и как мы хотим видеть это партнерство. Очень много людей, не только вы, но вот вы знаете Рейтита и многие, которым удалось инвестировать и начать крупные проекты и так далее. Но я чувствую, вижу, что они устают немного. Нет недопонимания, нет от непостоянства монгольских. Сначала говорят welcome, люблю, а сейчас уходи, да? Вы это чувствуете? Я это замечаю, это касательно Rio Tinto. Я наблюдаю эти процессы. Касательно России, понимаете, у нас пока нет такого прецедента серьезное глубокое партнерство, да, то есть мы общаемся очень близко, да, мы дружим, но совместных проектов больших пока нет. Я думаю, что в нашем случае будет успешно, что мы поймем друг друга, потому что мы исторически понимаем друг друга, там, последних лет 100 точно, безусловно. Ну, Rio Tinto это западняк, да. Тоже империалист, да. А вы советский, да. Вы русский, да. Сосед, брат. Я тоже этого скажу, да. В этом ваше плюс, да? Да, это наша ценность определенная, конечно. Я именно так и смотрю на этот мир, да. Российско-монгольские отношения терпят, у нас все было за эти долгие лета. Мы во время Батхана много раз приезжали, заезжали. На Павелецкую метро туда. Да. Калка. Недавно Яуза. В Кремле состоялся на Цаганство, и 2 дня там собралось где-то 12 тысяч монголов. Я там ходил, брал интервью у монголов, бурятов, у всех. Вот. Мы раньше, во время Батхана, наверное, Батыхана, в таком множественном количестве собирались. И второй раз, наверное, сейчас. Что вы чувствуете? Все смеялись. Да, у нас было много чего освобождал, захватывал и
белые приезжали, тоже захватывали. Потом красные освобождали. Да. Потом от гриппа, от тифа вылечили. Вторая мировая война, Монголия была всегда рядом. Это правда. Та оказанная помощь фронту монгольскому была соразмерима 4-годовому бюджету тогдашней Монголии. 4-годовой бюджет это для стран, это большие деньги же. Безусловно. Да? Это все отдавали на фронт. Да. Мы 70 лет в одном блоке одной идеологии воспитывались. Ну, некоторое время забыли друг друга. Ну, наверное, внутри много чего было. Вот, преобразование в Советском Союзе, в Российском. Мы потеряли друг друга. Наверное, в 2000-х где-то, да? Не было контакта. Да. Были российские инвестиции. Да. И сегодня есть вот совместная железная дорога. Безусловно. Последний магикан. Да, пожалуй. Если больше ничего нет. Да. Ирдынет был. Вернули. Россияне вдруг расхотелось там держать свои активы. Это очень странно, на мой взгляд, но тем не менее, да. Я тогда был членом правительства, когда вот обсуждался возврат 49%. И когда этот вопрос обсуждался, я говорил, нельзя возвращать. Надо вести переговоры с российским правительством, чтобы они остались на монгольском рынке. Это была единственная позиция, которая была игнорирована, потому что я был в количестве один человек. Понимаю. И тогда я понял, что Россия вообще отвернулась от Монголии. То, что вот сегодня приехал встретиться с вами, я вижу уже другую тенденцию. Тогда на уровне Кремля, на уровне политики решался вопрос инвестиций, а здесь уже частный сектор, частные инициаторы и так далее. Вот в этом направлении. Сделайте второй интернет, сможете? Эрднет, второй. Второй интернет сможете сделать. Новый заход. Новый заход. Чтобы инвесторы. Даже я могу сказать сейчас, могу сказать, что есть, что люди спрашивают, большие участники рынка, не буду имена называть, но крупные, топ-5. Говорят, Эрднет как там? Что как? Я говорю, что как? Надо разговаривать, предлагайте, что вы хотите, какие условия. То есть, скажем так, с моей ли подачи или с моей еще общее информационное поле помогло, но об Эрднет знают в России. Я являюсь одним из больших таких промоутеров Монголии здесь и бизнес-партнерства с Монголией. И даже до того, как я начинаю рассказывать, говорят, да, Эрднет мы знаем, мы слышали. Да. Я считаю, что партнерство реально. Вот буквально 3 дня назад у меня была встреча с очень серьезным человеком в горно-рудном бизнесе, в медном в частности, в российском. И мы поговорили о Монголии снова, и он слушал очень внимательно. Российское государственность, российское правительство, если о нем подумать, сразу мы видим Путина. Если Путин ушел из монгольского рынка, это я имею в виду интернет, значит там что-то есть. Вот так инвесторы подумали, российские. Путин давно у власти. Вот мой комментарий. И Путин за тот период, когда он у власти, я думаю, он сам прошел целый ряд этапов развития ситуации или наблюдения, как ситуация развивается с Монголией. Я сейчас говорю не о внутренней политике, а о внешней. О внутренней можно, но сейчас мы говорим о внешней политике. Поэтому я думаю, на этом этапе, плюс переезд его 1 сентября в Монголию был знаковым. Помогло мне. 3 дня телевидения России говорил только о Монголии. Каждый выпуск новостей говорил о приезде Путина в Монголию. Поэтому я думаю, мы сейчас сталкиваемся с таким моментом, с таким этапом, когда можно сделать новый заход. И я считаю, что и нужно это даже сделать. Да? То есть партнерство России и Монголии органично. Ничего нет искусственного, ничего придумывать не надо. Есть
опыт, есть так называемый трек-рекорд, отношения. Где-то что-то надо подтюнинговать, и я готов это делать. Знаешь, российские инвесторы не беспокоились тем, что Россия ушла, например, с интернетом, да? Это не вопрос. Это никого не беспокоит. Это не беспокоит. Потому что для России это достаточно давно, да? Достаточно давно, чтобы не воспринимать это как некая такая яркая новость. Да, окей, это уже было. В Монголии очень много людей говорят так, они вернули 12 часов, железную дорогу вернут, Россия вообще уйдет. Но России не нужно. Я считаю, что и в интересах России не уходить. Это не только интересы Монголии, это взаимный интерес. Где вы, на каком полигоне вы видите активные действия ваши? Горно-рудным это мне понятно. Горно-рудным, да. Конкретно, если. Конкретно это золоторудный сектор и создание фонда за рубежом в хорошей, надежной юрисдикции, с хорошей репутацией. Фонда, позволяющего финансировать золоторудный сектор Монголии через технологии блокчейн. Финтех, блокчейн. Но я активно общаюсь с людьми в Лондоне, много участников там, которых есть чему мне поучиться. Я только приехал из Лондона 5 дней назад. Я в течение, наверное, месяца полечу туда снова на конференции серьезные. Я общаюсь близко с LME, London Metal Exchange, с World Gold Council. Есть у кого поучиться мне. То есть в данном случае я у них беру знания, и я хочу эти знания трансформировать на полигоне российско-монгольских отношений. Да, инвестиционный сам блок, возможно, будет вне России, чисто технически, потому что, как бизнесмен, я скажу, я не хочу себя лимитировать, ограничивать только к российским инвестициям. Это нормально, если мы можем получить финансирование банковское в Европе. Международные. Международное, это нормально, да. Понятно, что так как я из России, мой приоритет. Рассказываю я первым точно русским. Дальше уже кто первый? Очень многие инвесторы или те люди, которые хотят где-то поработать, доверяются конкретным людям, конкретным политикам, у которым власть 5-6 лет. Не у всех, как у Путина. Тем более в Монголии они очень быстро чередуются. Вы кому там доверились? Я доверяю людям. Старый президент, новый президент, старый президент. Кто ваши друзья? Без них, да. Что вы там делали? Без них бы я вряд ли там что-либо делал. Для меня это органично было, что сначала появились друзья, а потом уже какие-то бизнес-идеи. Да? Наверное, из 6 лет, первые 2 года я прилетал в Монголию пообедать, поговорить, как семья, как дети. Мы просто общались. Мы, наверное, можно сказать, мы присматривались друг к другу, но это очень было такое дружеский формат. И через 2 года вдруг? И через 2 года какие-то произошли мероприятия, где-то я выступил по Монголии, возможно, это был Казахстан, возможно, это был Лондон, и то, и другое на самом деле было. И я понял, что вот портфель формируется, да, как я приехал впервые в Монголию, одни западные люди из зарубежного инвестбанка мне позвонили, спросили, ты хочешь поехать в Монголию? Я говорю, да, я хочу, точно, но так как это бизнес-поездка, а не культурологическая, мне нужны встречи с владельцами активов. Сделаешь? Сделаю. Да, первые встречи пошли. Потом я стал сам уже находить собственников активов. Наверное, один из моих первых контактов серьезных, которые стали меня знакомить с людьми, это постарше человек Галбатов, да, мы с ним общаемся, просто друзья, мы с ним бизнес не делаем, пока что, по крайней мере. И Алтай Хангай, то есть Хангай младший. Алтай стал меня знакомить с многими очень людьми, так как мы знаем, он является CEO фондовой биржи Монголии, монгольской фондовой биржи. И, собственно говоря, было интересно, там 3-я поездка моя, наверное, была, и Алтаю звонит его отец, Хангай старший,
Хангай-старший был в Москве в это время, а я в Алабаторе. Он говорит, познакомь его с человеком, и я пока не знаю, кто этот человек. Он называет какое-то имя, говорит, идем. И уже впритык вечером, буквально, уже там утром я улетаю, и мы заходим в офис там в 7 вечера. Это Цорбатор. И мы познакомились тогда, ну, собственно говоря, меня представили как юриста, человека, знающего народный сектор. Мы прекрасно пообщались на волшебном русском. Вот, и о культуре, о делах, о России, о мировой культуре. Очень интересный собеседник. Всегда вот мы виделись буквально в декабре, он прилетал снова с делегацией, где премьер-министр Монголии прилетал. И 30 монгол было возле Красной площади, как тогда, вот, сказали, чуть меньше, чем на концерте, да, там, но тем не менее. То есть вот мои контакты, люди, которые мне помогают, видя, наверное, мой запал, этот огонь в глазах, энтузиазм. Хангай старший стал моим наставником, я не побоюсь этого слова. Да. Я считаю, что у всех моих друзей мне есть чему поучиться, они все старше меня, ну, может быть, не все, Алтай младше меня, вот, но очень близкий друг мне тоже. Так что это всегда люди. Не чиновники. Не чиновники, люди, да. С Цорбатором я познакомился, когда он был не министром. Он юрист, я говорю, хорошо, прекрасно. Потом я вижу Цорбатор, министр иностранных дел. Хорошо. Поздравляю. У вас почва тогда очень крепкая. Потому что я вот слышу имя Хангай, это он один из главных русистов, которые не русист в смысле, что очень хорошо знают и очень хорошие познания и контакты вот в этом направлении. Именно. И Цорбатор тоже МГИМО закончил, и здесь и так далее. Вот эти корни. Не позиции, которые бывают, меняются, чередуются. Поэтому я удовлетворен вот ответом, потому что когда с людьми встречаются и говорят чересчур громкие имена, громкие позиции, которым сколько лет, да? Это друзья мои просто, я где-то выскажу, да? Это мои друзья, а дальше как? Когда я подружился с Хангаем, я не знал уровень его контакта, просто нам очень приятно было общаться. Он говорит, Влад, я в Москве буду, мы завтракаем, я приезжаю, мы завтракаем. Золотое кольцо или где-то, в гостинице, где он остановился. Уже, не знаю, сколько десятилетий, но в моем понимании Россия поставила эмбарго на Монголию с экономического взгляда. Сегодня европейские страны, члены НАТО давят на Россию экономическими этими эмбарго различными, да. А Россия нас держит в этом многие десятилетия. Это 40-50% налога, которые не дают возможности реализоваться нормальным бизнес-управлением. Сегодня только через Кремль, через политические решения решается бизнес. Брать Эрдэнэт или отдавать Эрдэнэт, продавать нефть или не отдавать. Все это. Но эти экономические вопросы мы должны в скором времени решить. Да. Недавно здесь в Монголии, в Москве я встретил очень такого известного, но при этом нестандартного экономиста Дасцевек, который выступал в Академии российских наук, Российской академии наук, с докладом вот именно по этому поводу, что он показал там людям основные цифры, что вот 0 по всем позициям 0. По сравнению вот монгольских активных действий на мировых рынках, вот Китая, Америка, европейские страны, азиатские страны, Россия 0. Да, вы с Японией работаете очень близко. Да. С Россией, я считаю, что это вопрос, который России нужно решать. Наша доброжелательность Владиславу Портнову, это исторически заложенная традиция, вот, основывается на этом. Если историю мы берем, ничего там не останется. Доверия к вам не будет. Согласен. Потому что мы на Россию смотрим, которая нас как-то
держит на каком-то поводу, не открывает, не закрывает эти ворота. Привезти в Москву юфту, вот, я интересовался, что московских знаю, видел, музей был кочевых, там турбазах, где много юфты и так далее. Чтобы привезти юфту, они платят 48% налога. Это абсурд. Это реально абсурд. Да. При таких односторонних отношениях Не работает. и ваши инвестиции тоже, я не знаю. Возможно, не зря я думаю про надежную юрисдикцию за рубежом. Я прошу прощения, что я говорю это, так сказать, под запись, но здесь нет ничего плохого. Просто если что-то не работает, надо находить другое решение. С другой стороны, что я считаю... Да, бизнес это такая вещь, что цель поставили, но достигает различными путями, но законными. Законным, естественно. Но я говорю здесь, почему это говорю. Но мы, вот вы очень активный человек, и мы все, Хангай и все они должны работать, чтобы отношения между нашими государствами именно в этом направлении изменились. Пошли налоговая реформа как минимум должна произойти. Да. Поэтому мы должны говорить там, вы в своей торговой палате должны говорить и так далее. Да. Поэтому я вам, как бы спрашивая, вам сказал ваш. Да, я согласен с этим подходом. Я, безусловно, буду говорить об этом. Я, на самом деле, настолько активный человек, что я бы сказал, да, надо писать письмо в департаменты, даже на самый верх, да, объяснять, почему такая ситуация. Почему при таком небольшом товарообороте такой налог высокий брать, так это не стимул, нет стимула тогда. Если вы видите на монгольском Монголии инвестиции, например, Китай сколько процентов, Россия сколько процентов. Или Япония инвестирует, аэропорт новый. Россия почти ноль. Это неправильно. Если взять товарооборот и оттуда убрать монотонность нефтепродуктов, ноль. С монгольской стороны ноль. Это не от того, что монголы нечего продавать, от того, что такой большой налог. Да, это неправильно. И экономическое сотрудничество почти на нулевом индексе. Я с удовольствием изучу этот вопрос и подумаю, с кем поговорить на эту тему. Понятно, что поэтапно, то есть там на самый верх сразу не пойдешь, но поскольку я действительно являюсь искренним энтузиазмом российско-монгольских отношений и монгольского народа, в частности, я вникну, погружусь в эту тему. У российских компаний, у российских организаций очень много опыта ведения работ на монгольской территории. Геологоразведочных, горнорудных, строительных, не знаю, во всех сферах у российских предприятий очень много опыта. С этим это наш большой плюс. Любую сферу, ты скажи, или золото, или найдутся специалисты. Росгеология, крупнейшая структура. Наумов и так далее. Все мои друзья. Да. Все готово. Поэтому, все готово, правильно говорится. Не только в деньгах счастье, как говорят. Сопутствующий к нему опыт, люди, потенциал, знания и так далее. Все у нас готово. Поэтому надо воспользоваться теми нашими всеми плюсами. А когда инвесторам мы говорим, что у нас есть такие плюсы, инвесторы еще, с россиянами вместе прийти на монгольский инвестиционный рынок, это намного лучше. Я готов лично с Golden Bank, в частности, подготовить такую, как дорожную карту выхода на новый уровень отношений России и Монголии. То есть вместе составить, предлагаю, список проблемы, плюсы, да, какие есть проблемы, какие есть потенциалы, да, и понять, как проблемы эти можно устранить. Налоговые вопросы, вопрос прохождения газовой трубы, вопрос открытия второй магистрали или третьей магистрали железнодорожной через Монголию, совместные резоны с Китаем и так далее. Очень конкретных 5-6 вопросов взять и решить. В следующем году мы справляем столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Это очень
целый год будем праздновать. Да. Мы должны не только праздновать, но и решать Именно. вопросы. В этот год, этот такой столетний, мы должны решить эти 5 Именно, вопросов. именно. Поэтому я предлагаю следующим шагом составить такой MOU, меморандум между нами, вами, лично мной, как людьми, так просто чтобы не забыть, что называется, да, чем заниматься и по этой части. Я уже пожилой человек, я уже человек специальный, я человек гуляющий, интервью берущий. Поэтому я вам, конечно, не... Дадите мне экономиста в банке вашего старшего. Партнер, но я могу вот когда-то, иногда встретимся, кофе выпьем, Да. иногда, опять же, эти камеры поставим, Да. будем разговаривать и так далее. Буду содействовать. Я очень заинтересован. А так, чтобы партнером стать и активно Я работать. понимаю, да, я понимаю вас. Я очень заинтересован в таком содействии, потому что моя миссия – это устранение препятствий на пути российско-монгольских отношений. Одна из моих миссий, да, конечно же, это большая миссия, да, есть еще конкретные цели создания прибыльного бизнеса, это необходимо, да. Да, может, где-то будут два направления, да, возможно, я буду работать из Европы, а параллельно все равно российско-монгольские отношения буду продвигать больше, так сказать, как энтузиазм. Желаю вам удачи, удачи в ваших замыслах. Пусть выиграют все. Да. Да, пусть. Да, конечно, внутри у меня осталось чуть побольше для монголов. Это правильно. Спасибо. Спасибо.